Как сказали мои адвокаты, за это время не было никаких следственных действий. В средствах массовой информации практически все члены Государственной комиссии, эксперты привлеченные, они высказались по данному вопросу по работе Государственной комиссии. Достаточно открыто и очень объективно. В их числе есть и депутаты, и действующие члены правительства, и также общественные деятели, эксперты, которые сегодня также продолжают работать в этом направлении. По очень такому странному, ложному обвинению со стороны Кутмановой, якобы, что я в кулуарах где-то сказал, что сумма большая, и из-за этого подозревать, что Салиев был заинтересован снижать экологический ущерб, это абсурд. Вот, я в прошлый раз вам показывал отчет. Согласно этого отчета, то есть отчета Государственной комиссии, который был проведен в 2012 году, и подтверждена всеми экспертами, в том числе лабораториями, международными экологическими компаниями, которые имеют очень большой авторитет. Общественное мнение изменилось в Кыргызстане. Не только в Кыргызстане, но и в мире. Они увидели вопиющие факты несоблюдения со стороны оператора компании рудника Кумту и показали, что если дальше так и будет продолжаться, то могут быть очень плохие, ужасающие последствия. Последующая государственная комиссия, которая была создана депутатами, где возглавлял Ахмедбек Джапаров, они опять приводили обоснование, пример, что это все то, что было выявлено, они списали и включили в отчет той последней государственной комиссии. То есть это показывает, что государственная комиссия работала открыто, прозрачно, очень качественно и ничего не скрывала, все это было изложено. Поэтому я считаю, что это уголовное дело политическое. Никакой вины моей нету. Моя совесть чиста в этом отношении. Да? Это вот во-первых. Во-вторых, в прошлый раз, когда в этом же зале я просил, чтобы вы учли, во-первых, возбуждение уголовного дела было нарушено, то есть было возбуждено с нарушениями, ужасающими нарушениями или вопиющими нарушениями процессуального кодекса. Потому что ни одного доказательства совершения мною, будучи председателем государственной комиссии, не было. Тем более я приводил вам конкретный закон. Это закон конституционный о правительстве, где четко указано, что комиссия, которая создается правительством, государственная, любая комиссия, экспертная группа, они имеют рекомендательный характер, они не могут выступать как государственный орган, обладающий определенными полномочиями, согласно Конституции или конституционным законам. Это первое. И регламент правительства тоже четко прописывает, как должна работать комиссия. И выводы комиссии носят рекомендательный характер. То, что мы и написали. Я тогда сказал, что возбуждение уголовного дела было противозаконно. Сегодня я хочу вам сказать, мне жалко просто прокурора.
Мне жалко следователей, я понимаю, да, которые не могут, в прошлый раз, помните, да, написали 31 сентября. Сегодня на вопросы моих адвокатов прокурор не мог ответить. По первой части подозрений возбуждения уголовного дела я сказал, теперь по санкциям. Куда я убегу? Я не убегал. Я, наоборот, когда нужно было, стоял. Не боялся. Потому что у меня есть чувство ответственности перед людьми, перед народом, перед теми, которые мне доверяют. У меня есть долг служить государству, служить открыто и прозрачно, работать честно, эффективно, профессионально. Вы были, наверное, слышали, были свидетелями, когда я работал членом правительства, членом временного правительства, когда возглавлял правительство, был депутатом. Я, заканчивая свое выступление, хочу сказать вам следующее. Уважаемый суд, в последнем совещании, где были приглашены все судьи и Верховного суда, районных, наверное, городских, президент сегодня действующий сказал, что суд должен работать и исполнять правосудие на основе Конституции и закона. И, естественно, на основе собственной совести. У вас сегодня есть такая возможность. Измените порочную практику. Примите решение в виде залога, в виде подписки о невыезде, в виде домашнего ареста. Я надеюсь, что у вас хватит мужества, профессионализма обосновать данное решение. Хотя я понимаю, прежде чем этот процесс начался, был очень жесткий инструктаж. Как поступить и какое решение принять. Но у вас есть возможность, я думаю, из-за этого вас никто не будет карать. Поэтому я прошу вас принять решение, которое диктует закон. Общественные деятели, я в прошлый раз говорил, очень многие в памяти есть. Я не убегал, я оставался, если вы помните, могу освежить память, на площади до конца с людьми, которые со мной вышли, которым я верил, которые мне верили, хотя была угроза личной безопасности, личной жизни. Второе, я в 2010 году, имея возможность остаться в Москве, когда здесь начались апрельские события, зная, что меня арестуют, я прилетел и был арестован. Это прошлое. Но потом произошли известные события 7 апреля, и тогда я уже стал членом временного правительства. То есть я чувствую ответственность, у меня есть долг, у меня есть семья, у меня есть родные, близкие, у меня есть партийцы. И очень огромное количество людей, в том числе интеллигенции, которые подписали обращение к президенту и Ташиеву, герои Кыргызской республики, общественные деятели, народные артисты СССР, Кыргызской ССР, художники, то есть они все поручились. Для меня это очень высокое доверие. Я не могу потерять это доверие. Поэтому я никуда не убегу, я буду здесь, буду помогать следствию, не буду воспрепятствовать следствию, а наоборот я заинтересован, чтобы оправдать свое чистое имя.
Спасибо. Ни на один вопрос, конкретный вопрос со стороны адвокатов Сареева относительно оснований для продления меры пресечения гособвинения, ни на один вопрос не смогу ответить. Судья на это закрыл глаза и вынес решение абсолютно необоснованное. Обоснование он сейчас не зачитал, он зачитал только результативную часть. Поэтому, ну что я могу сказать? Вот мы вносили несколько ходатайств, все ходатайства были отклонены. И я просто, вот 28 числа будет большой круглый стол относительно вообще окончания реализации одного проекта, который финансировался, это многомиллионный был проект, направлен на реформу судебной системы. Да? Вот. Доноры выделили огромные деньги на оснащение, там, я не знаю, оборудование, видео и так далее. Сегодня видео не работало, и судья об этом даже не знал, ни секретарь, хотя УПК обязывает их это делать. Значит, не было обосновано, почему журналистов не допустили в зал заседания. Очевидно, для того, чтобы вы не были свидетелями невразумительного мычания гособвинения. Они просто позорятся. И они не хотят, чтобы этот их позор был доступен общественности. Поэтому что я могу сказать? Судья вынес абсолютно необоснованное, абсолютно зависимое очередное решение под давлением. Я об этом сожалею. Я сожалею, что вообще доноры финансируют судебную систему. Такой позор сфинансировать нельзя. Такой позор и унижение и попрание основ государственности, потому что попрание Конституции – это попрание основ государственности. Самое сильное попрание основ государственности, удар по государственности наносит судья. Мыйзамсыз. Ужас. Прокурор ешқандай далил келтирген жок. Ешқандай бир суроого жооп берген жок адвокаттар. Негизсиз мыйзамсыз созулду ушу бөгөт боюнча. 30 ноябрга чейин. Позор, Биз позор. макул эмеспиз. Даттануу менен кайрылабыз Бишкек шаардык сотуна. Жакын арада. Позор, позор. Суду позор! Позор!